В условиях ограничительных мер оказания социально-бытовых, психологических услуг, материальной помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, стоит особенно остро. О людях, занимающихся этой важной профессией, мы поговорим сегодня с министром труда и социального развития Якутии Еленой Волковой. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Расскажите, что включает в себя понятие «социальное обслуживание»? Если говорить о социальном обслуживании, то это деятельность по оказанию социальных услуг нуждающимся в них гражданам. И здесь очень важно понимать, какие социальные услуги предоставляются социальными службами Якутии и конкретно кому. И, конечно, мы из числа социальных услуг в первую очередь говорим о стационарных услугах. Это услуги, предоставляемые на постоянной основе. Социальные услуги предоставляются гражданам престарелым, инвалидам, тем людям, которые требуют постоянного постороннего ухода в условиях стационара. Это дома-интернаты, это психоневрологические интернаты. И, как правило, это одинокие люди или люди, родственники которых по тем или иным обстоятельствам не имеют возможности ухаживать за таким человеком. Второе, крайне важное направление — это полустационарные услуги или так называемые периодические, которые предоставляются также людям с инвалидностью, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это реабилитационные центры для инвалидов, для детей-инвалидов. Это социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Также функционирует у нас отделение социальной помощи семье и детям в тех районах, где нет отдельного юридического лица. И эти услуги сегодня предоставляются не только с точки зрения непосредственно самой социальной реабилитации, но и с точки зрения профилактической направленности. Ведь не секрет, что проще профилактировать ту или иную трудную жизненную ситуацию, чем с ней в дальнейшем бороться. Следующее направление — это социальное обслуживание на дому. Более 700 социальных работников у нас работают по всей республике и оказывают помощь также пожилым людям, людям с инвалидностью на дому. Помогают купить продукты, помогают по дому и так далее. И считаю, что это направление, оно будет только расширяться, как и будут расширяться стационарозамещающие технологии, так называемые формы, альтернативные формы стационарам. Вы знаете, что мы активно популяризируем приемные семьи для пожилых наших граждан. Существует целая система поддержки таких приемных семей. У нас развивается в республике институт семейного устройства для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И в общем целом таких приемных семей как для пожилых, так и для детей сирот у нас уже более 400 в целом. И, конечно, мы активно взаимодействуем с общественными организациями, которые нам помогают предоставлять социальные услуги. Наверняка вы знаете такую форму работы, как школы третьего возраста. Когда-то они создавались социальными службами, и сейчас активно поддерживается их развитие. Эти школы третьего возраста помогают нашим пожилым людям скрасить досуг свой, свободное время. И особенно сейчас вот в условиях пандемии развивается большое количество курсов на дистанционной основе, которыми люди активно пользуются. Это очень здорово. Хочу отметить, что социальные услуги у нас предоставляют 88 государственных учреждений и 8 муниципальных учреждений социального обслуживания в республике. Да, как раз-таки скажите, как изменились будни социальных работников в период пандемии? Вы знаете, пандемия оказала на нас, на всех
конечно, колоссальное влияние, и, безусловно, социальные службы были вынуждены оперативно переформатировать свою деятельность. Если посмотреть на управление социальной защиты, на процесс назначения мер социальной поддержки, то проведена большая работа по переводу, так скажем, работы преимущественно на дистанционный режим. И очень радует, что сегодня наши, особенно семьи с детьми, пользуются активно электронными, значит, сервисами и подают именно через электронные сервисы свои заявления. Ведь в последнее время достаточно много мер социальной поддержки, дополнительной поддержки были введены президентом страны. И вот как пример, буквально 20 мая мы начали прием заявлений на ежемесячную денежную выплату для семей с низкими доходами, на ребенка от 3 до 7 лет включительно. И вот начиная с 20 мая, буквально 15 дней прошло, но мы уже получили через единый портал государственных и муниципальных услуг более 28 тысяч заявлений. Практически 99% идет в электронном формате от наших семей с детьми. Вот. Большой, значит, пласт работы у нас, как я уже сказала, осуществляют непосредственно социальные работники, обеспечивающие уход на дому. Их деятельность не приостанавливалась. Услуги все предоставляются в полном объеме, ну, конечно же, с учетом и при обязательном соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологического режима. Ну и, конечно, нужно отметить, что влияние пандемии оказало, безусловно, на наши стационарные учреждения, поскольку у нас в основном проживают наши пожилые граждане, люди с инвалидностью. И именно этот фактор, поскольку наши подопечные относятся к группе риска, было принято решение о переходе на особый режим работы стационарных учреждений социального обслуживания именно на режим изоляции вместе с сотрудниками. Сейчас такую вахту продолжительностью не менее 14 дней несут наши сотрудники стационарных учреждений. Также президент страны Владимир Путин отметил повышенную нагрузку, риски, которые помимо медиков несут и сотрудники социальных учреждений. Как стимулируется труд соцработников? Вы знаете, президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым были приняты серьезнейшие меры поддержки наших социальных работников, которые находятся сегодня в режиме изоляции в учреждениях стационарного социального обслуживания, работников, которые остались сегодня со своими подопечными. И я бы сейчас, пользуясь случаем, хотела бы выразить слова благодарности нашему руководству страны и республики за то, что оценили высоко труд, тяжелый труд наших сотрудников и предусмотрели стимулирующие выплаты, как федеральные, так и региональные. Хотела бы отметить, что в соответствии с решением оперативного штаба республики с апреля месяца переведены на этот особый режим работы 38 государственных и муниципальных организаций социального обслуживания. И на сегодня в одной смене одномоментно трудится в среднем до 800 работников. А в целом на сегодня уже более чем 1500 работников получили стимулирующие выплаты за апрель и за май текущего года. Ну, вообще никто не застрахован от сложных жизненных ситуаций, которые иногда кажутся неразрешимыми. Куда можно обратиться в таком случае? Действительно, к сожалению, сегодня никто не застрахован от попадания в ту или иную трудную жизненную ситуацию. И здесь необходимо понимать, значит, что это за жизненная ситуация. Возможно, эта ситуация трудная, она связана с
с ухудшением здоровья, да, с получением инвалидности, либо это ситуация связана с потерей работы, доходов, либо это семейное неблагополучие, возможно, какие-то семейные проблемы. И исходя из этого, как раз-таки и осуществляет свою деятельность та система организации социального обслуживания, о которой я говорила ранее. К примеру, бывает ситуация, когда молодая, одинокая мама, попавшая в трудную жизненную ситуацию, некуда обратиться, можно обратиться в социально-реабилитационный центр, можно обратиться в отделение социальной помощи семье с детьми при управлениях социальной защиты и получить необходимую помощь. Это могут быть разные социально-бытовые услуги, помощь психолога и так дальше. Конечно, если речь идет за потерю работы или доходов, снижение доходов по тем или иным причинам. Люди обращаются в службы занятости, и также можно обратиться в управление социальной защиты. У нас, как вы знаете, есть на сегодня востребованная мера социальной поддержки – это государственная социальная помощь на основе социального контракта. Если человек готов внутренне выстроить свою собственную траекторию выхода из трудной жизненной ситуации через самозанятость, пожалуйста, обращайтесь, и такое заявление, конечно, будет рассмотрено. Бывает, люди обращаются в связи с отсутствием средств к существованию. Такая помощь тоже есть. Нужно обращаться в управление социальной защиты. И хочу здесь напомнить, что у нас есть горячая линия. В период коронавируса социальные службы подключены к единой горячей линии по коронавирусу. Телефон 8 800 100 14 03. При обращении на эту горячую линию предлагается в меню обратиться по вопросам мер социальной поддержки, по вопросам социального обслуживания, по вопросам трудовых отношений. И, соответственно, уже отвечают специалисты как министерства, так и Управления социальной защиты и Республиканского комплекса социального обслуживания населения. 8 июня отмечается День социального работника. Кто эти люди, каким людям подходит эта профессия? Вы знаете, у нас в системе работает более 5000 человек, а если поточнее, 5200 человек. И, конечно, поскольку наша система многопрофильная, то есть такая, так скажем, многоаспектная, и варианты решений по выводу из трудной жизненной ситуации требуют системного подхода. У нас трудятся не только социальные работники, не только специалисты по социальной работе, но и медицинские. Это врачи, это средний, это младший медицинский персонал, это педагогический персонал, безусловно, психологи у нас работают. Ну и, конечно, все другие профессии, экономисты, юристы, без которых невозможно сейчас предоставление комплексные услуги. И хочу здесь отметить, что, наверное, всех этих работников, несмотря на то, что работники имеют разные профессии и направления своей деятельности, тем не менее, вот, на мой взгляд, отличительной, характерной особенностью наших сотрудников является, конечно, милосердное отношение к людям, потребность в заботе, чуткость души, повышенное чувство ответственности за себя, за ближнего и высокая социальная, конечно, сплоченность. Мы ценим каждого сотрудника, гордимся своими сотрудниками, целыми коллективами, которые сегодня в условиях пандемии осуществляют свою профессиональную деятельность во благо наших подопечных. Елена Александровна, в завершении нашей беседы ваши пожелания тем, кто занимается оказанием социальных услуг. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, разрешите от себя лично и от всего Министерства труда и социального развития Республики сердечно поздравить с наступающим профессиональным праздником социального работника, который у нас состоится 8 июня. И позвольте поздравить каждого нашего сотрудника
каждого нашего ветерана отрасли, благодаря которым сегодня есть и развивается социальная служба республики. Поблагодарить ветеранов общественной организации, социальных партнеров, министерства и ведомств, с которыми мы рука об руку реализуем все приоритетные задачи в области социальной политики, поставленные сегодня руководством страны. И, конечно же, особая признательность мне бы хотелось выразить нашим сотрудникам, которые сегодня находятся в режиме изоляции, оставили свои семьи, но сегодня продолжает свой нелегкий труд во благо своих подопечных. Я всем хочу пожелать, конечно же, крепкого здоровья, счастья семейного благополучия и, конечно, дальнейших профессиональных успехов. Спасибо. Спасибо большое за беседу. Вас также поздравляем с профессиональным праздником. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.